Мы здесь делаем ремонт каждый год самостоятельно, своими силами. Капремонта не было достаточно давно. Ну, во всяком случае, пока я здесь работаю, капремонта не было. То есть мы делаем косметический ремонт сами. Да, я знаю, что здание нуждается в капремонте, но оно достаточно крепкое и комфортно здесь мы живем. И когда были даже землетрясения, мы не ощущали какой-то угрозы. У нас, если вы видите, везде ригели есть, да. Здание капитальное, построенное, мне кажется, по стандартам. Ну, вообще я не эксперт, да, конечно, такие заключения давать, это сугубо мое мнение. Вот. Что касается переезда, я не была на том месте, куда собирались перевозить, нас не ознакомили, только мы виделись в соцсетей. Информации никакой не было по поводу переезда, каким образом будут перевозить детей, каким образом педагоги будут туда переезжать, на каких условиях. Ну, только дали уведомление, что 11 августа нам нужно дать ответ, поедем мы туда работать или нет. И, ну вот, в принципе, это все, что я знаю наверняка, да. И сейчас я знаю, что после выступления детей, да, после того, как случилась вот эта попытка вывести детей, вступились правозащитники, юристы, депутаты, мажилисмены, да, и, в общем-то, дом оставляют, да, на этой территории. Но вот сейчас услышали, что в соцсетях вышло постановление, приказ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о том, что детский дом оставляют здесь, детей оставляют здесь, будут делать ремонт. Мы очень рады, несказанно этому. Дети рады, дети со слезами на глазах радуются, слава Богу.